Гигам, добро пожаловать в Чеченскую Республику. Гигам, в Чеченской Республике мы рады, конечно, всем нашим гостям, но вам, как представителю одной из самых благородных и нужных профессий, мы рады по-особенному. Насколько мне известно, вы являетесь заведующим хирургического отделения Республиканского онкологического диспансера и приехали в республику по приглашению ныне действующего министра здравоохранения Алихана Абдуллаевича. Расскажите, пожалуйста, как это все происходило? Я заведующий хирургическим отделением номер 2, иначе называется торакоабдоминальное отделение. Получилось так, что я работал уже в институте Герцена, и Алиханом Абдуллаевичем было приглашение высказано насчет переезда и работы в вновь открывшемся онкологическом диспансере. Желание с нуля что-то создавать, конечно, это всегда привлекает. Поэтому я понимал, что все начинается с нуля, что это будет начало, и для себя сразу было принято решение переехать и работать в городе Грозном. В институте Герцена я работал старшим научным сотрудником в торакоабдоминальном отделении. И 2 февраля 2015 года переехал в город Грозный. Вначале я работал заведующим на должности заведующего операционного блока, а в последующем вот с февраля 2016 года уже перешел на должность заведующего торакоабдоминальным отделением. А с какими мыслями вы ехали в республику? Что вы ожидали от нового места работы и места жительства? Вы знаете, на мое удивление, когда уже было предложение переехать, я даже сильно не задумывался, какая обстановка республики. Потому что какое-то внутреннее спокойствие было, потому что минули те военные годы. Я с такой уверенностью приезжал сюда, не сомневаясь никоим образом, что здесь как-то будет плохо, как-то что-то будет меня напрягать сильно. И я не ошибся. Я приехал и видел вот ту обстановку, которая царит в республике, мирная, доброжелательная. Хочу сказать, что с первого дня и до сих пор отношение очень уважительное, очень доброе, с пониманием ко всему. И это замечаю не только я. Это замечают все те мои коллеги, которые периодически приезжают в республику на научные конференции, мастер-классы. И те, которые работают, тоже переехали в Грозный, работают в онкодиспансере. Я думаю, что никто из них не может сказать, что в республике иное какое-то отношение, тем более к гостям. Были случаи, когда по работе к нам должны были приехать представители компании, и сразу задавали вопрос, а какая ситуация в республике? У них еще впечатление того, что происходило раньше. И когда приезжали, и мы выходили в город, потом уже общались, заходили пообедать где-нибудь, они видели вот ту обстановку, ту доброжелательную обстановку в городе, они сами были удивлены своим мыслям, которые были еще до приезда сюда. Так что очень трепетно, очень доброе отношение. Гигам, а вот начальный период вашего проживания в республике, он сопровождался какими-либо трудностями? И в общем, сам процесс приспособления, как он проходил для вас? У любого человека, когда переезжает на новое место, незнакомое место, где нету ни родственников, ни друзей, конечно, это занимает определенный период. У кого-то дольше, у кого-то меньше. Я могу сказать, что это отношение, оно как-то сгладило и как-то уменьшил этот период адаптации, который был у меня. И на сегодняшний день, вот недавно буквально эта мысль у меня проскочила, уже ощущение такое, что это твое, частичка твоего, ты уже садаптировался, среда уже родная, близкая к тебе, люди, ты понимаешь окружающих, они тебя понимают с полуслова уже. И, конечно, это создает определенный комфорт в работе. Хотелось бы поговорить о выборе вашей профессии. Почему именно хирург-онколог? Начинал я с общей хирургии. В 1997 году, когда поступил в ординатуру, окончил ординатуру по общей хирургии. Потом была аспирантура в 1999-м, 3 года, после чего я защитил научную работу на соискание кандидата медицинских наук, ученой степени по теме хирургическое лечение панкреонекроза.
в Москве на базе отдела хирургии печени НИЦ Московской медицинской академии имени Сеченова. Но онкология, она периодически все равно с ним общаешься. То есть с онкологическими больными приходится работать. И вот именно сложность вот этой категории больных в плане и лечения, и тактики ведения этих больных, и объемы хирургических вмешательств, конечно, она выше, на порядок выше, поскольку здесь очень много бывает комбинированных операций, и чтобы их выполнять, надо иметь более глубокие знания и технические навыки для их выполнения. Очень важно не ошибиться в тактике лечения этих больных. Поэтому вся вот эта специфика, она, конечно, сложная, она привлекает для тех, которые хотят идти дальше по пути становления своей профессии. И я не единственный в своем роде, которые вот, начинали с общей хирургии, а потом меняли свою профессию именно в онкохирургию. Действительно, онкохирургия, она как хирургия сама по себе, она привлекает, потому что здесь именно вот поле есть место, где можно развернуться именно в становлении своей профессии. Что касается категории больных, это вот чисто профессионально, что привлекает. Безусловно, еще и огромное желание помочь вот этой категории больных. То есть без этого, без желания работать в этой сфере, без понимания того, что ты оказываешь посильность себе помощь этим больным, конечно, не получится. В психологическом аспекте, конечно, это тяжелее, чем в общей хирургии, потому что все-таки сделать операцию, допустим, там холецистектомию или грыжу соперировать, и больной на своих ногах плановую грыжу, допустим, соперировал, они уходят домой довольны, ты доволен тем, что радикально, окончательно помог больному. К сожалению, в онкохирургии это встречается не так чаще, как хотелось бы, поскольку эти больные, у них возникают в последующем рецидивы заболевания, прогрессирование, и ты периодически видишь этих больных уже с прогрессированием заболевания, и ты понимаешь, что вот даже то, что ты выполнил, в связи с тем, что стадия была запущена, в связи с тем, что в ряде особенностей организма, все это прогрессирует. И это в психологическом плане, конечно, тяжелее. Гигам, мы знаем, что в республике после всеми нами известных событий трагических идет активным образом процесс возрождения, восстановления. И можно сказать, что он идет и по сегодняшний день. И вот к вам, как к представителю сферы здравоохранения, у меня вот такой вопрос. Как вы можете оценить уровень развития здравоохранения на территории Чеченской Республики на сегодняшний день? Я в республике никогда не был. В советском периоде не был. Первый раз в своей жизни я приехал в Чеченскую Республику. Полагаю, что здравоохранение в советский период она ничем не уступала здравоохранению в других регионах. И все шло таким же темпом развития, как и в других регионах. К сожалению, события, которые произошли в республике, конечно, привели к тому, что здравоохранение здесь сильно пострадало. И это при том, что было и есть очень много хороших специалистов в республике. И сейчас, можно сказать, идет, в моем видении, это второе возрождение. Это возрождение, и очень активно идет становление здравоохранения в республике. Благодаря Рамзану Ахмадовичу Кадырову, министру здравоохранения Ильхану Абдулловичу Сулейманову, очень активными темпами идет возрождение здравоохранения. Что для этого делается? Начиная с финансовой поддержки, с оснащения больниц и заканчивая тем, что постоянно идет подготовка кадров. Вот. Я могу сказать, вот по неполным тем 2 годам, которые я здесь работаю, что за эти годы уже десятки молодых врачей, окончившие
Чеченский государственный университет, медицинский факультет, проходит переподготовку уже, ординатуру в частности, на базе ведущих клиник страны, в онкологическом институте имени Герцена, в онкологическом центре имени Блохина. И в этом году уже часть из них возвращаются и начинают работать у нас уже в онкодиспансере, начали работать. Если считать по темпе роста, как вот из года в год, потому что очень важно, ясно, что сразу создать все невозможно, сразу все восстановить невозможно, для этого нужно время. Но очень важно, насколько активно этот процесс идет. Вот если есть такое понятие, как темп, вот по темпу роста я могу сказать, что предполагаю, что сегодня республика вот так активно, так быстро, так динамично развивается, что по сравнению с другими регионами она находится на несколько шагов впереди. Это мы видим вот буквально из года в год, из месяца в месяц. И это отражается именно и в профессиональной подготовке кадров, и в оснащенности медицинских учреждений. За вот эти 2 года я был свидетелем того, как в республике открывались новые больницы. В частности, в Гудермесе открылась новая больница. Запущена республиканская клиническая больница. Постоянно проходят семинары, конференции научные, в том числе с мастер-классом и на базе нашего диспансера, и на базе других медицинских учреждений. Очень активно ведется работа с руководителями учреждений. Меняются руководители, приходят новые, которые горят желанием работать, создавать, созидать. Все это, безусловно, отражается на качестве здравоохранения. А как бы вы могли оценить уровень оснащения республиканского онкологического диспансера? Ну, по оснащенности сегодня онкологический диспансер, можно сказать, занимает, наверное, одно из ведущих мест в республике. Благодаря главе республики не жалели какие-то средства выделять, максимально проводилось финансирование, установили онкодиспансеры, потому что вот хирургический корпус, который сейчас на базе онкодиспансера, его не было. В советское время его не было, по сути. И онкологические больные оперировались в общей сети городских больниц. И вот несколько лет назад, как начали строить хирургический корпус, и к концу 2014 года, в декабре, по сути, была выполнена первая операция на базе онкологического диспансера в хирургическом корпусе. И с того времени, можно сказать, у онкологического диспансера уже состоялась своя хирургическая служба. В республике есть своя хирургическая служба. В плане оборудования, в плане материального обеспечения сегодня у нас практически дефицита ни в чем нет. И это замечают, опять-таки, те наши коллеги, которые приезжают и проводим мастер-классы, сами оперируют на базе нашего диспансера. И с удивлением уезжают, с восхищением, с удивлением, что во многих других регионах, я не преувеличиваю абсолютно, нет такого даже оборудования и оснащения, которое они видят здесь, в онкодиспансере. Поэтому в этом плане абсолютно грех жаловаться, могу так сказать. Но, несмотря на это, зачастую люди, которым ставят диагноз онкология, предпочитают выезжать за пределы региона и в поисках какой-то медицинской помощи там. Но неужели сегодня мы здесь не можем предоставить эту медицинскую помощь больным? Дело в том, что вот в период тех событий, которые были в республике, и с учетом того, что не было тех условий, которые сейчас, люди, безусловно, уезжали и получали свою помощь в других регионах России. На сегодняшний день, за тот период, который начал функционировать хирургическое отделение и вообще онкодиспансер в целом, как уже составившееся подразделение, поскольку все те методы лечения, которые практически сегодня существуют в мире, они все представлены уже на базе онкодиспансера. Это лучевая терапия, это хирургическое метод лечения, это химиотерапия, то есть комплекс как таковой заработал уже. И сегодня очень многие операции, которые ранее не выполнялись в республике, они выполняются. Единичные операции, которые
пока что не выполняются, но это буквально, можно сказать, за какие-то считанные месяцы или в течение полугода все это будет также выполняться. Очень активно внедряется эндоскопическая хирургия. Выполняются объемы операций на пищеводе, на желудке, на толстой кишке, на поджелудочной железе. И сегодня я уверенно могу сказать, что жителям обращаться в какие-то регионы на иногороднее лечение нет необходимости. Если в этом есть необходимость, потому что мы адекватно оцениваем свои возможности на сегодняшний день, да, они стали шире. Но если в этом есть необходимость, мы сами об этом говорим. Но это за какие-то за 2 года можно буквально на пальцах посчитать, сколько случаев было, что мы сами говорили, что в этом случае необходим там научный центр, в котором есть смежные специалисты, другие, помощь которых потребуется в процессе лечения. То есть у нас в республике есть и специалисты хорошие, и есть, в принципе, оборудование и оснащение. Сегодня и по оснащенности, и по материально-технической обеспеченности, и по специалистам сегодня в республике уже создана достаточно хорошая онкологическая служба. Поэтому с уверенностью могу сказать, что выезжать за пределы республики сегодня уже нет такой необходимости. На базе нашего онкодиспансера начала функционировать лаборатория гистологическая. Заведующая лабораторией также недавно приехала, буквально несколько месяцев назад, вернулась после обучения в институте имени Герцена. В ближайшее время мы хотим уже выполнять именно гистохимические исследования. Это исследования, которые нигде в республике не проводятся, только на базе нашего диспансера оно будет проводиться. Ранее для того, чтобы выполнить это исследование, все больные выезжали за пределы республики. В ближайшее время этой необходимости также не будет. Гигам, по вашему мнению, хотелось бы узнать, какое будущее у республиканского онкологического диспансера? Светлое будущее. Светлое будущее, поскольку молодые специалисты, которые сегодня работают, я вижу у них также желание стремиться к большему. И хочу просто повториться, сегодня вне пределах республики готовится уже достаточно большая группа специалистов, которые обязуются вернуться в республику и применить все свои знания, которые они получили, благодаря той огромной поддержке, которая осуществляется посредством главы республики, они обязуются вернуться и отдать все свои знания, все свои возможности, умения республике. Поэтому с каждым годом республика будет пополняться новыми кадрами. Это только приведет к тому, что уровень здравоохранения в республике оно будет из года в год расти. Мы это заметим в ближайшие 2-3 года. А каким вы видите свое будущее? Вы собираетесь его связать с Чеченской Республикой? Жизнь, она непредсказуема. Желания уехать сейчас нет. Контракт, который подписан, он бессрочный. Посмотрим. Гигам, я благодарна вам, что вы нашли для нас время. И спасибо вам за эту интересную беседу. Я желаю вам успехов. Еще раз спасибо. До свидания. Спасибо вам большое за предоставленную возможность высказать свое мнение. И я хочу пожелать Чеченской Республике дальнейшего процветания, мира в первую очередь, потому что тот мир, который пришел в республику, все, конечно, ждется на этом. Мир республики, процветания, всех успехов. Есть такое выражение, все применяет его один из наших сотрудников постоянно в Инстаграме. Все лучше впереди.